Эта победа ковалась жизнью миллионов храбрых и отважных сынов Отечества. Одним из них был старший лейтенант Ахмед Агасиев. Он, как и его соратники, сделал все от него зависящее, чтобы над Родиной небо стало мирным. Но сам этого не увидел. Еще одна история героя войны в репортаже Рины Сичоевой. Несколько фотографий и пожелтевшее от времени письмо тех самых военных треугольников. В семье Руслана Агасиева его берегут как реликвию. Это первое письмо, которое им с матерью прислал отец, участник Великой Отечественной войны Ахмед Агасиев. Написанное химическим карандашом, оно чудом сохранилось. Письмо ветеран Великой Отечественной Ахмед Агасиев написал своей жене. Здесь он пишет: «Здравствуй, Тамаре. Я жив и здоров. Нахожусь в Краснодарском крае. Через несколько дней отправлюсь на фронт. Пришли, пожалуйста, фотографии моих детей Розы и Руслана». Когда отец ушел добровольцем на фронт, Руслану, сыну ветерана, было всего лишь 3 месяца, а старшей дочери Розе 2 года. Оставшаяся с 2 маленькими детьми жена Ахмеда Агасиева Тамаре выполняла самую трудную работу. Наравне с мужчинами она, хрупкая и молодая девушка, работала на железнодорожной станции. Через некоторое время Ахмед Агасиев присылает второе письмо. Пишет: «Я уже на фронте, война идет. Конечно, тяжело, но мы добьем врага, освободим нашу землю от фашистов». Мне присвоили звание старший лейтенант. На взводе находится один ингуш Сальтиева, Цароев, врач. И там он был военный врач. Так, очень хорошо у нас идет. С нами там и донские казаки были, и с Новочеркасска, и с Ростова, и русские. Все очень дружно воевали, мы, говорит. Нормально было. Следующую весточку семья Агасиевых получила после большого перерыва. В ней он пишет, что уже находится за границей, очень болен и в госпитале. Про боевые награды семья Агасиевых узнала тоже из письма. Я помню, что красной звезды было, а второй я вот не могу припомнить. Война закончилась. Семья Агасиевых верила, что живой и здоровый отец вернется домой. Но в одно утро жене и детям его боевые товарищи сообщили, что лейтенанта Агасиева больше нет в живых. На аллее Победы в Назрани на мемориальной плите его фамилия, но по каким-то причинам имя и отчество совсем другие. Племянник Ахмеда Агасиева Руслан о дяде знает лишь по рассказам матери. Высокий и стройный юноша. При нанесении текста допустили ошибку. Фамилия написана правильно, но имена написаны неправильно. Он является Агасиев Ахмед Дзарахметович. Это мой родной дядя по матери. Родился намного позже. Я его, конечно, живого не видел. Но по рассказу моей матери, он был в семье старший, потому как у них уже отца не было, он был у них из-за отца, из-за старшего брата, и, собственно говоря, это был глава семьи. И когда дядя ушел на фронт, конечно, для семьи это была большая потеря. Это была самая тяжелая война и самая радостная победа. Простые советские солдаты, которые так и не увидели мирного неба. Через их раны и потери, через их подвиг и труд пришла к нам великая победа. Рина Сичоева, Джамалил Тамасханов. Новости 24.